Добрый вечер, вы смотрите информационный выпуск «Сегодня» в студии Ольга Цхавребова. И сейчас коротко о главных темах дня. Новая квартира в столице республики. Многодетная семья из Цхинвальского района получила жилье. Помощь маломобильным гражданам. Президент передал нескольким цхинвальцам медицинскую технику. Нацелены на отличный результат. Сотрудники Министерства обороны готовы к международным соревнованиям Армии-2021. Президент Анатолий Бибилов передал мобильные инвалидные коляски нескольким жителям города Цхинвал. Такая помощь оказывается регулярно на средства благотворительного фонда «Единство Алании», учредителем которого является Анатолий Бибилов. Репортаж нашего корреспондента Агунды Губозовой. Всего для людей с ограниченными возможностями в этом месяце были закуплены инвалидные коляски, в том числе прогулочное кресло-коляска, медицинский аспиратор и ортопедический велосипед, инвалидная коляска с электрическим приводом. Чаще всего Анатолий Ильич лично посещает этих людей и на месте изучает условия жизни. Иногда прямо там дает поручения, потому что иногда нужно бывает где-то расширить дверной проем, чтобы коляска можно было выкатить на улицу. Или иногда требуется какое-то дополнительное лечение. Такая помощь тоже всегда оказывается. Медицинское оборудование позволяет родителям малышей выводить их на свежий воздух. Каждый раз к этим закупкам подходит индивидуально, то есть учитывается рост, вес, возраст того, для кого нужно закупить технику, для того, чтобы все возможности были использованы, для того, чтобы люди могли выходить на улицу и быть частью нашего общества. Вся необходимая медтехника приобретается на средства благотворительного фонда «Единство Алании», учредителем которого является Анатолий Бибилов. На имя Анатолия Ильича регулярно поступают заявления от граждан с ограниченными возможностями или от семей, в которых есть дети с ограниченными возможностями. Все эти заявления изучаются и выделяются своевременно потом средства. Очень часто люди в своих заявлениях указывают, что узнали, что такая помощь оказывается именно из сообщений СМИ, из ваших телевизионных репортажей. И я думаю, что ваша работа очень полезна. Всего за время работы фонда было закуплено около 50 единиц различной техники для маломобильных граждан. Агунда Губозова, Тамерлан Кусраев. Информационный выпуск «Сегодня». Семье с 3 детьми из Цхинвальского района выделили однокомнатную квартиру в одном из микрорайонов столицы. С просьбой оказать им помощь к уполномоченному по правам ребенка при президенте обратился начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Цхинвальского района. Семья проживала в непригодных для жилья условиях. Кроме того, у матери и двоих ее детей появились проблемы со здоровьем. Конечно, это было очень сложно видеть, в каких условиях живет она и ее дети. Все условия, которые там были, они соответствовали для нормальной жизни человека. И в связи с этим были приняты меры. Я ходатайствовала в мэрию города, к мэру Алану Григорьевичу о том, чтобы оказать содействие в помощи молодой матери. Он очень помог, он выделил жилье жилищного фонда, и за это огромное спасибо. Я хочу отметить то, что жилье выдается только остро нуждающимся, и то есть я должна проверять, смотреть те, кто нуждаются. Представители делегации из Донецкой Народной Республики побывали в Лениногорском районе. Они были очарованы красотой не только самого района, но и пейзажами, которые смогли наблюдать по пути из Цхинвала в Лениногор. В поселке им провели экскурсию по историко-краеведческому музею. Ну а встречали их по всем правилам осетинского гостеприимства. Сюжет Анжелы Кокоевой. Представители Союза писателей Донецкой Народной Республики в рамках своего визита в нашу республику посетили Лениногорский район. Их встретили с 3 пирогами и чашей осетинского пива у Армазской церкви Святого Георгия. تنگخصدگونه باید خود در خور داشتن کرشن باید حاصل در شوی اسخوز در کزاغن قو شمس المخت جبه خیم بلم مسا جبه خرویتن فستما لنیگورسکی رانو تنگ
bira benette hem benette keshita kumaf disamna kasal fertarandar навожитандар. Гости побывали в поселке Ленингор, пообщались с местными жителями, сфотографировались на память на берегу реки Ксан. Они отметили, что путь от Схинвала до Ленингорского района – это незабываемые впечатления. Они насладились великолепными видами и живописными панорамами. Но больше всего им понравилось осетинское гостеприимство. Нас встретили возле старинной церкви с песнями, с танцами, с музыкой, с пирогами. То есть это настолько красиво. Вот, в общем, мне все очень нравится. Нас очень красиво встретили. Очень красиво, очень душевно. Здесь очень много красоты, это то, чего не хватает иногда. Я, конечно, живу в самом красивом городе мира, Санкт-Петербурге, это понятно, но есть другая красота. Ты привыкаешь к тому, что дома, и видишь что-то совершенно неожиданное, новое, прекрасное. Ваше самое главное богатство – это здесь красивые горы зеленые и душевные люди. Считаю, что это одна из самых ярких и самых красивых мест на Земле. И главное нам сберечь эту жемчужину, чтобы здесь больше никогда не звучали выстрелы. Потому как я, как житель Донецка, слишком хорошо знаю, что это такое. И я всегда приезжаю к вам в страну как к себе домой и уверен, что любой осетин приезжает в Донецк точно так же, как к себе домой. Гости района посетили мемориал защитникам Отечества в центре поселка и почтили память героев минутой молчания. После директор историко-краеведческого музея Залиня Черткоева провела им экскурсию по музею. Уникальные экспонаты, старинные иконы, древние артефакты. Теперь в книге почетных гостей добрые пожелания и от донецких писателей-фантастов. Музей очень так вот действительно пропитан такой исторической атмосферой и, что немаловажно, атмосферой вашего желания сохранения этого всего, вот этих вот контрастов, вот этого вот тепла. Вот ты идешь, и, как нам сказали, вы даже на плитке стоите 16 века, аж будоражит. Как добавили гости, в сборник «Живи Осетия» обязательно войдут произведения о Ленингорском районе Южной Осетии. Анжела Кукоева, Айда Кочева, Вера Цхавребова. Информационный выпуск сегодня. В этом году Министерство обороны Южной Осетии вновь примет участие в армейских играх, которые пройдут в конце августа в различных регионах России. В Минобороны были сформированы команды из числа военнослужащих батальона специального назначения и мотострелкового батальона. Репортаж Агунды Губозовой. Подготовка команд, которые нацелились на выступление в конкурсах игр «Танковый биатлон», «Отличники воинской разведки», «Эльбрусское кольцо» и других, стартовала в начале текущего года и проходила практически ежедневно. ما پاسد باشد تکوتم کتفیم باید افته ودو مگسکه ودو розмейтам гаске удачи павасай суш павасама гаске башат такуттам. В этом месяце прошли отборочные соревнования среди команд, претендующих на участие в конкурсе «Отличники воинской разведки», который пройдет в городе Новосибирск. Команды соревновались на улучшенной полевой учебной базе, где был модернизирован ряд учебных точек. Участников отборочных соревнований поприветствовал министр обороны Ибрагим Гассеев. Он отметил, что спецназовцами был выполнен большой объем работы, при этом проявлены настойчивость и целеустремленность по совершенствованию знаний и повышению уровня профессиональной подготовки. По результатам соревнований выбрана команда, продемонстрировавшая лучшие результаты, которая и поедет в Новосибирск бороться за первое место. Руководством Министерства обороны было отмечено, что участие в армейских международных играх служит дальнейшему развитию взаимоотношений между Республикой Южная Осетия и Российской Федерацией в военной сфере. Агунда Губозова, Инга Чехоева, Сергей Кочев. Информационный выпуск сегодня.
Столетие со дня рождения великого осетинского и российского композитора, дирижера Дудара Хаханова, а также 140-летие народного художника Махарбега Туганова. К этим двум знаменательным датам 2021 года Национальный банк Южной Осетии подготовился. Он выпустит юбилейные монеты. Эскизы создал народный художник Тамерлан Схавребов. Национальный банк Южной Осетии в 2021 году планирует выпустить юбилейные монеты. По двум из них уже разработаны эскизы, которые отправлены в Госнак России. Над эскизами монет работал народный художник Тамерлан Схавребов. Выпуск монет Национальным банком начат был в 2013 году. Мы выпустили всего 23 монеты, из них 4 золотые, 4 с выборочным золочением. К монетам у нас прилагаются сертификаты соответствия. И монеты у нас размещены в Национальном музее и в музее Юго-Осетинского государственного университета. В прошлом году, в 2020 году, мы разместили заказ на 2 монеты. Одна из монет будет выпущена к столетию со дня рождения великого осетинского и российского композитора, дирижера Дудара Хаханова, а вторая монета будет посвящена к 140-летию народного художника Махарбега Туганова. Также Нацбанк разместил заказ на 2 юбилейные монеты. Одна монета будет посвящена юбилею Юго-Осетинского государственного университета, и вторая монета будет приурочена, это будет в следующем году, к юбилею города. Монеты находятся в свободной продаже в Национальном банке Республики Южная Осетия. Алена Утаева, Сармат Гудитаев, Зарима Арсоева. Информационный выпуск сегодня. Схимвальцы очень любят источник в селе Иракау. Многие постоянно набирают там воду для питья. Но недавно из-за аномальной жары источник высох. Специалисты ЖКХ Схимвальского района провели кропотливую работу, чтобы найти источники поблизости и восстановить водоснабжение. Репортаж нашего корреспондента. Более 2 недель жители республики не могли набрать воды из источника в селе Иракау. Этот родник расположен близко к городу Схимвал, и жители часто набирают здесь воду. Зачастую у родника собирается большая очередь. Как разъяснили в администрации Схимвальского района, из-за жары и засухи уровень воды снизился. Работники ЖКХ Схимвальского района более 2 недель искали источники на близлежащей территории, чтобы провести оттуда воду и восстановить водоснабжение. Два источника в цесасхунам Иран кудивели, я видел бой кутом, а Иран сортом средаге кутом, да бидоне кутом, да видел скатарум, ведис свалду. Ну я сам мачидар трактора гахтам, я резервуар алласту, короче, свалду нарсту димеда. ما видел, ما индуай ما бой кутом, ما води нормально. Я дебет тарфахуз дарис дун дар нормально все, возале кутом балофтан, усарстам я трубан. Сейчас проблема устранена, и все желающие снова могут набрать вкусной и чистой воды. Зараса Кузаева, Фатима Чучева, Арнольд Харебов. Информационный выпуск сегодня. Завтра, 23 июля, национальные СМИ Южной Осетии отмечают свой профессиональный праздник. Этот день берет свои истоки с 1906 года. Именно тогда во Владикавказе вышла в свет первая газета на осетинском языке – Ирон Газет. Тему продолжит наш корреспондент. Работа в СМИ, несмотря на кажущуюся простоту, все же является тяжелым занятием. Тем более для тех, кто трудился в национальных СМИ в непростые годы, в годы становления республики. Многие из них достойно продолжают служить выбранной профессии и по сей день. Среди них Гулодзе Бисова. На протяжении полувека она успешно справляется со своими обязанностями. Свой путь в СМИ она начала с работы в типографии. فیلولوژی فاکولته آخر کتون مواد آفتودی فساوم مکانت ایزار خیاد کاخر کت ایسوات قامن نمنگ کوسک کت ایس بر تیپوگرافی ماما ربا کت ماماد موردم با کت پوسم خفته هم آسپ انسانیست کستوی اسنامون ما هودونی مرایت دون کوسن است جوسکای هفته کابینت دریا کستون کم کارکتره کم
باورستونز مخورکستنگ باورستونو من یوخت تفکر типография краскайну охурене тафтам чиана қора уйдбдам эзентайну вотзенис. В 2004 году Гулудзебисова перешла в газету «Хурзарин». С тех пор, около 17 лет, она преданно трудится на должности ответственного секретаря. Работа моя трудная, ведь я ответственна за каждую букву перед читателями, но благодарна судьбе, что попала именно в этот коллектив, говорит она. رفته من گم کالکتیو وادی مقام طریقت مازاقا نیستم فلتر جورنالیست در من افزنگ تدر نمیز من کد خیسترن رداکتورن خیتوادر از پارلمان درازوی گازیت کستن جواب داده افته من تا خاصو گازیت کشت تراز جواب دادن گازیت کستن. Она не только успешно справляется со своими профессиональными обязанностями, но всегда в любой ситуации готова прийти на помощь коллегам. Хороший друг и наставник. За столько лет работы она зарекомендовала себя с лучшей стороны. يكتري در منم ماده زنگی خوفته یو نگادی مقدر قوم افته مزغا امک فتح سا ود گلوی فرس من بالا زن کم زخن خاصه کم یست خاصه هفته یزردون و یم گرتل در هفته یزردون لستم نخدای در استی خطا نکرسا و کت یا حذف السن و در کتر تنفس انفورماسی تدر مراسا گه بیرت این دل قطر نوانس خوز داریتن. Сегодня коллектив газеты «Хурзарин» пополнили молодые кадры. А это значит, что работы у Гулу Георгиевны прибавилось. Опыт работы, знания необходимо передавать поколениям. Алена Оттаева, Фатима Чочева, Арнольд Харибов, Вера Цхавребова. Информационный выпуск сегодня. На этом наша программа подошла к концу. Я, Ольга Цхавребова, благодарю вас за внимание и прощаюсь с вами. До свидания.